хорошо, когда командир видит перед собой свои войска, но иногда нужно, чтобы и войска видели перед собой командира. Эти строки характеризуют человека как мудрого, талантливого и великого полководца. И принадлежат они прославленному сыну осетинского народа Иссе-Плиеву, дважды Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной Республики. А ты знаешь, кто такой Плиев Иса Александрович? Иса родился в 1903 году в селении Старый Батаков в семье бедного крестьянина. После смерти отца вся забота о матери, брате и двух сестрах легла на плечи юноши. В 1912 году он переступил порог благотворительной гимназии во Владикавказе. С этого и начался для мальчика из маленького осетинского села нелегкий путь к генеральскому званию. Трудное детство и нелегкая юность закалили характер будущего великого полководца. Шел 1933 год, ему было только 30, а за плечами была учеба в академии и огромный опыт работы в воинских частях. Великая Отечественная война застала полковника Плиева в военной академии, и тогда же он был назначен командиром 50-й кавалерийской дивизии. Дивизия полковника Плиева получила задание прорваться в тыл противника и отвлечь силы и внимание врага от активных наступательных действий на московском направлении. Наступление плиевцев было столь напористым и разрушительным, что командование немецко-фашистских войск решило, что рейд по тылам совершает целая конная армия. Так была выполнена одна из важнейших задач, поставленных перед группой. За умелое командование войсками и проявленное при этом личное мужество и героизм указом Президиума Верховного Совета СССР Плиеву Иссе Александровичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Но весной Вторая мировая война для него не закончилась. В июне 1945 года генерал-полковник Плиев прибыл в Монгольскую Народную Республику и сразу приступил к формированию советско-монгольской конно-механизированной группы. На фронте, видите, всегда перед нашим братом стоят конкретные задачи. И в целях выполнения, наилучшего выполнения этих задач, все мысли, собственно, были сосредоточены на этом, как возможно лучше выполнить задачу. И Плиев блестяще провел эту операцию. В знак признания личных боевых заслуг в этом беспримерном походе Плиев был награжден второй золотой медалью Героя Советского Союза. Нельзя обойти стороной еще один важнейший факт биографии Иссы Плиева. 1962 год. Карибский кризис. Только закончилась самая разрушительная война за всю историю человечества, как люди снова оказались на грани самоуничтожения. Камнем преткновения между сверхдержавами становится Куба. 14 октября 1962 года самолет-разведчик США в ходе одного из регулярных облетов Кубы обнаружил в окрестностях деревни Сан-Кристобаль советские ракеты средней дальности. В это время на Кубу в качестве руководителя советской военной миссии был отправлен Плиев Иса Александрович. Из-за тропического климата у него произошло обострение мочекаменной болезни. Сложно представить, что единственный на планете, единственный в мировой истории генерал, у которого было право применить ядерное оружие без согласования с верхушкой, на самом пике кризиса тяжело болел и испытывал жуткую физическую боль, от которой можно было потерять рассудок. Но не совершил ни одной ошибки. Именно он в значительной степени не допустил ядерной войны между СССР и США. Иса Плиев был награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова первой степени, орденом Кутузова первой степени, медалями, а также иностранными орденами. Как оказалось, Иса Плиев был не только великим полководцем, но и талантливым рассказчиком и писателем. Об этом свидетельствуют написанные им мемуары «Во имя Родины», «Через Гоби и Хинган», «Разгром красных мстителей», «Под гвардейским знаменем», «Дорогами войны». Ушел из жизни прославленный генерал в 1979 году. Всегда в авангардах своих войск он нес ответственность за 1000 жизней и дорожил каждой из них. А его соратники в один голос говорили о его уникальности, как о соотечественнике, друге и военном. Так его запомнили друзья, соратники и родные. Так давайте его запомним таким и мы.